еще вот этот вопрос поднимали о религиозном составляющем, говорили, это все вот так вот пойдет. Но дело было в том, что это невозможно было сделать, это было против правил. Но было пожелание религиозных деятелей или пожелание нашего врага. В этой ситуации мы не могли вот это делать, нам пытались навязать, но и сам Садулаев тоже это делал не в том, что сегодня я делаю. Мы это сделаем, какую-то почву подготавливали. Они, значит, взяли какую-то реорганизацию, пытались сделать. Но это у них, собственно говоря, не проходило с точки зрения нашей Конституции, в котором сказано, что те решения, которые принимаются любыми должностными лицами или органами, противоречат основой нашей Конституции, нашего государства, не имеют юридической силы, не применяются судом и не обязывают граждан. То есть это все то, что мы можем просто вот взять и скинуть. Нам нужно вот людям, нашим гражданам объединиться под тем вот началом, которое было тогда вот нашим вопрос народом заложено. Мы говорим, Барт нужно там единство, единство. Но давайте послушаем, это единство, это решение было-то принято 25 ноября 90-го года всем нашим народом, всеми представителями, которые со всего света съехались. И они приняли решение, что вот так будет. Создаем свое государство, значит, и оно будет в рамках современного международного права, демократическое, и Конституция была соответствующе принята. Теперь вот Мгм. говорить о том, что мы здесь разные там будем какие-то на Западе или там где-то в других разные общества глядь, нам Берт нужен, нам нужно единство, единство, твердят все. Но, дорогие мои, о каком единстве мы говорим, если это единство противоречит общему единству и общему согласию, которое принял наш народ? На эту линию надо смотреть, на эту линию надо, значит, ориентироваться и искать соответствие с нашей Конституцией и соответствие нашей перспективы, которая может быть здесь реализована. Нам необходимо признание нашего государства западным и другим странам мира. Только после этого у нас будет основа сейчас, хотя она у нас и есть, но ее нужно приумножить, потому что Россия и наши враги настолько попытались оболгать наш народ во всем. И в то же время они, вот некоторые наши утверждают, вот люди, вот они же собрались же там где-то здесь в разных европейских странах собирается, там вот эти выражения, нафиг нам нужна была независимость, или тоже сказать, вот нам не нужно было, мы не должны были создавать свое государство, надо было спрашивать это у России, причем тут Россия, когда Россия тогда сама исчезла. Вот эти все вот эти разговоры, и потом вот эти документы, которые они не имеют на то права, принимали и распространяли по всему миру, по всем международным организациям. Во все страны распространяли лживые, незаконные документы, и на этой основе сегодня большей части вот эти люди, которые мы сейчас говорим, тоже на это ориентируются. Понимаете? И поэтому наша задача всем, вот Арах, Барча, Барш, все, которые болеют за наш народ, должны это опровергнуть и сказать, что это было не так, что это клевета. Это клевета в угоду империи. Если она в угоду империи, наши друзья должны это понимать. И мы сейчас над этим пытаемся работать, и мы эту работу делали, выполнили, колоссальная работа выполнена, все основания, которые вот говорят, что это не так, и правовой точки зрения, и по факту, они все есть. Сейчас вот нам нужно, вот нашим друзьям, и нам нужно над этой ситуацией работать более плотнее, более открыто, не стесняясь ничего. Другого не будет. Здесь вот эти все вот эти отщепенцы, которые были у нас тогда, еще в те годы, когда мы свое создавали государство и были засланцами, сегодня они здесь по Европе и другим местам здесь шастают, извините меня за выражение, ничего не значит из себя и ничего не понимая, о чем говорят, но выполняет заказ этого Кремля. А если он выполняет заказ Кремля, как он может быть вот принят в других странах? Как он может быть, я, конечно, не говорю, что он принят так,
на каком-то уровне надо следить, кто есть